Усім прывітанне і вось пятніца і вось Чалы на канікулах. 9-й раз на канікулы выпраўляецца Сергей Чалы разам з Еўрарадыё, і я вось буду назіраць за гэтым збоку. Зміцер Лукашук для вас у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Добрый день, Сергей. Добрый день, Митер. Ну что ж, 9-й раз, и 9-й раз мы, в принципе, займелі такую традыцыю пачынаць наши размовы менавіта з эканамічных пытанняў, тому что шмат што застаецца недасказаным ці неразгледжаным менавіта вот у эканамічным блоку. І я пачну, можа быць, цікавіцца у нашай папярэдняй, падчас нашай папярэдняй размовы ты пачаў, ну, на самом прыканцы казаць пра тое, што вось зараз раскажу пра, я цытую, доп. Эмісію банка развіцця. Так вот закрануў гэтую тэму, потым сказаў, што я гэтую тэму больш шырака раскрыю ў сваім наступным стрыме на канале Чалы Лайф. Дарэчы, нагадваю адразу ўсім падпісвацца, хто яшчэ па свайму недагляду гэтага не зрабіў. Але наколькі я зразумеў і падчас гэтага свайго апошняга стрыму гэтую тэму не закрануў ці не раскрыў шырака. Так, можа быць, прыйшоў час? Ну, там, на самом деле, не так много осталось договорить. Да, здравствуйте еще раз. У нас сегодня не просто пятница, у нас еще пятница 13-я, кстати. Речь шла вот о чем. Было очень много вопросов относительно того, к чему может привести вот экономическая политика властей сейчас. Это даже вопрос не последствий санкций, на самом деле, которые, в общем, довольно еще пока отложенные. А речь идет именно о том, что Нацбанк, стоящий на страже, что называется, финансовой стабильности, так как он это себя понимает. Я как-то давно еще в экономике с Чалом на Белсате объяснял, что сейчас, в общем, стоит вопрос относительно того, каким образом будет развиваться будущий экономический кризис. Он, в принципе, на самом деле уже, как сказать, на пороге, но это вовсе не означает, что это будет что-то такое там резкое, страшное, там, вал там, и так далее. Вот, фактически речь идет о том, что, как сказать, весь вопрос вертится от того, по какому сценарию, по какому каналу, точнее даже, он будет развиваться. То есть и за последние месяцы, может быть, даже больше, за полгода примерно, мы поняли, что Нацбанк, он будет твердо стоять настаивать на стабильности финансового сектора, считая это вот такой главной, что ли, ценностью. Вот. И потому что, еще раз говорю, вопрос был какой? Где будет развиваться этот будущий кризис? Будет ли он проходить по финансовому каналу? Будет ли он проходить по каналу предприятий реального сектора? Мне кажется, что уже сейчас, в принципе, можно сделать вывод о том, что кризис, к которому мы привыкли, предыдущие кризисы, которые были там связаны с, значит, например, как предыдущие валютные кризисы 14-15 годов или там 2011 года, да, или там кризисы, связанные там с девальвацией там, и так далее. То есть то, что имело отношение или там кризисы, связанные с проблемами банковской сферы, он, скорее всего, не будет именно таким, как сейчас. Вот. И, скорее всего, мы будем иметь дело особенно, как я уже говорил, повторю просто эту мысль, речь идет о том, что не имея возможности сейчас убедить или заставить Нацбанк создавать необходимое количество денег в экономике для вот убыточных предприятий государственного сектора, вот, используются другие механизмы, в том числе вот этот огромный дефицит бюджета, который к концу года, очевидно, будет еще расти, несмотря на краткосрочное колебание. Вот. И результатом этого станет, ну, то есть мы уже к этому, в общем, привыкли, результатом этого станет то, что, как сказать, сектора экономики, да, или, как сказать, части этой экономики, государственные и частные, они будут еще сильнее расходиться друг между другом. То есть способы, вот в том числе способы через выпуск, значит, увеличение лимита и выпуска облигаций Банка развития, который, в свою очередь, имеет возможность
оказывать там помощь экспортному финансированию, либо финансировать коммерческие банки и так далее. То есть фактически такой единственный канал, который Нацбанк и сейчас не контролирует до конца. Ему не дали это политически сделать в предыдущие годы. Приведет к тому, что, так сказать, некоторое послабление для предприятий государственного сектора будет скомпенсировано ужесточением денежно-кредитной политики Нацбанка, которая работает для всех. Ну, то есть, опять же, речь идет о том, что это будет хуже, действия Нацбанка будут ухудшать ситуацию финансового положения предприятий всех секторов, но бюджет будет пытаться своими руками, там, каким-то отдельным избранным, очевидно, там, well-connected предприятиям помогать. Вот. И, в принципе, курс на ужесточение экономической политики в денежной сфере, он уже виден. Вот первая ласточка этого – это отмена, по сути, потолка на стоимость денег для коммерческих банков, это отмена потолка на депозиты населения. Просто многие, на самом деле, эту новость не так хорошо поняли важность этой новости. Дело в том, что у нас все предыдущие волны кризисов, если кто помнит, они всегда сопровождались такими вот волнообразными движениями процентных ставок, депозитов и кредитов тоже. И Нацбанк долгое время, сначала вот он научился такого рода кризисы гасить, зажимая денежную ликвидность и в том числе поднимая процентные ставки. А потом он просто понял, что это становится какой-то такой дикий самоподдерживающийся механизм, когда любая реакция приводит к тому, что, и это тренирует даже уже экономических агентов, приучает ожидать высокие процентные ставки по рублю. Вот. И они делали все на протяжении последних буквально 3, может быть, даже чуть больше лет для того, чтобы уйти от такой порочной практики. Вот. И похоже, что... И они, наоборот, говорили о том, что как раз-таки нам, похоже, удалось это сделать. Это весь разговор был к 2020 году. Это очень здорово. Это результат повышения доверия белорусской банковской системе белорусскому рублю. И этот шаг, сколь бы символическим сейчас он не был, какой бы маленький он бы не был сейчас, он означает, что фактически Нацбанк понимает, что мы возвращаемся вот в этот вот цикл этой дурной бесконечности, когда Нацбанку придется реагировать, а не задавать, задавать музыку. Да? Так вот, много было вопросов относительно того, что означает. То есть все привыкли к тому, как выглядит кризис, который происходит в финансовом секторе. Да? Вот. Это в конечном счете, я даже сам, в общем, был в какой-то степени сторонником этого сценария, что мы можем увидеть множественность курсов, когда курсы на разных сегментах рынка будут отличаться друг от друга, но это не обязательно наличный, безналичный, или скорее речь будет идти о каких-то целевых программах и так далее. Вот. Другое дело, что это не сильно на самом деле помогает, потому что рынок у нас сейчас финансово сильно развит по сравнению с теми годами, когда множественность курсов была, поэтому переток между этими сегментами все равно будет обеспечен рано или поздно. Вот. Но это просто создаст больше возможностей для какой-то коррупционной или серой занятости и финансовых посредников. Вот. Или даже появление валютчиков, вот что-то такое. Так вот, на самом деле, я думаю, что мы не увидим такого рода сектора. Скорее мы будем видеть расширение кризиса в реальном секторе, который главными факторами, за которым надо смотреть, это общая задолженность предприятий друг перед другом. Это динамика кредиторской и дебиторской задолженности. Она в последние месяцы довольно, опять же, пускай еще не очень сильными темпами, но она демонстрирует довольно тревожную тенденцию, суть которой заключается в том, что растет одновременно и дебиторская, и кредиторская задолженность. Вот. Ситуации, в общем-то, довольно слабого внутреннего рынка. Да, я еще раз говорю, мы по-прежнему имеем инвестиционную и потребительскую рецессию внутри. Вот. И только внешний сектор, сколько-нибудь оказывает поддержку экономическому росту. Примерно 2/3 того экономического роста, который у нас сейчас есть, за него ответственен внешний сектор. И еще примерно
треть обеспечивается просто разницей с низкой базой прошлого года. Она уже постепенно сходит на нет. Динамика экономического роста приближается к нулю, если брать помесячно, а не год к году. Вот. И результатом такого рода кризиса, проходящего в основном не в финансовом, а канале реального сектора, будет то, что, значит, как сказать, мы скорее увидим возврат не к нулевым годам, да, а может быть даже проявлением более ранним таким, если кто помнит эти кризисы, когда это были кризисы неплатежей предприятий друг другу. Это не означало совершенно, что они там прекращали свою финансовую деятельность там, и свою производственную деятельность. Просто, как сказать, были моменты, когда сами эти платежи, когда эти финансовые суррогаты, я, кстати, допускаю, что облигации Банка развития могут, например, там, занять роль, как когда-то там, в конце 90-х, там, во второй половине 90-х выполняли там, облигации различных коммерческих банков и так далее. То есть вот такой денежный суррогат, с помощью которого и будут проводиться расчеты между предприятиями. Из как бы прошлого мы знаем, что деньгами может быть все, что угодно, включая даже отсутствие самих этих денег. То есть появление вот такого рода схем обслуживания неплатежей и схемы зачетов. Опять же, это, кстати, тоже очень интересный нюанс. Будут ли вот эти взаимозачеты санкционированы на самом верху, потому что Нацбанк давным-давно, в общем, запретил такого рода вещи делать. Он понимает, что это фактически признание эмиссий, которое состоялось не в системе банковской, не санкционированной коммерческими банками, а это возврат к ситуации, совершенно дикой ситуации 90-х годов, когда фактически такими эмиссионными центрами становятся именно сами коммерческие предприятия. Вот если кто смотрел фильм «Олигарх», я как-то в «Экономике на пальцах» кусочек из этого фильма приводил, пример, как объясняется расшивка системы неплатежей предприятий друг перед другом так, чтобы все-таки какое-то движение внутри этой системы, значит, денег или квази-денег было. Вот я думаю, что мы можем в конечном счете, если вот эти тенденции, которые сейчас наблюдаются, мы можем, еще раз говорю, это вот важный момент, куда себя позиционировать. Мы движемся скорее не к кризису финансовому, не к каким-то последствиям для валютного курса как причиной и первым признаками. Да? Это может потом стать вторичным механизмом в результате того, когда, например, такого рода вот квазиэмиссия будет признана путем зачета между предприятиями, которые будут, ну, представьте себе, что такое неплатежи. Это вы производите что-то, у вашего контрагента нет денег для того, чтобы вам заплатить, у него, в свою очередь, значит, перед ним должен еще кто-то, и появляются вот такие вот схемы, когда по цепочке вот обеспечивается расшивка этих неплатежей. То есть это практически такой плохо прикрытый бартер, который тоже, кстати, Нацбанк очень сильно не любит, и он особым образом пытался с ним бороться там, путем налогообложения и так далее. Он практически целиком был выведен из практики и так далее. То есть вот такие вот вещи могут вернуться. То есть речь идет о чем? Что чем дальше мы движемся в сторону дисфункциональной экономики, при Нацбанке, который будет стоять на страже, как он считает сейчас, финансовой стабильности, это довольно странная такая политика. Еще раз, вопрос сейчас не о том, не будет кризиса и не будет. Вопрос будет, как он будет выглядеть. Так вот, при этих двух сочетаниях, вот такой постепенной деградации, и Нацбанке, который будет говорить, а это not my problem, да, то это будет проблема реального сектора, который вернет нашу экономику в кризисное проявление нулевых, а даже 90-х годов. Вот примерно какую мысль я хотел сказать. Сейчас я ее полностью развил и закончил. Дякую, Сергей. Ну што ж, вось Сергей адказаў толькі на першае маё пытанне. Мы ўжо маем... Я просто так давно обещал эту мысль высказать, что надо же было когда-то это сделать, да. Ну да, але мы ўжо маем больш за 1500 гледачоў. Тым не менш, вось усе нашыя гледачы абмяжоўваюцца каментарамі радасцю ад таго, што бачаць Сергея, падзякамі
і увогуле такімі ухвальнымі каментарамі, але пакуль што няма пытанняў, так што А нет ли самого главного вопроса, как купите себе там новый микрофон и так далее? Я сейчас попробовал с другой гарнитурой, на самом деле, да, у меня просто, я с планшета говорю, то есть там надо было найти гарнитуру, которая имеет вход, то есть наушники и гарнитура, которые имеют вход Type-C. Вот напишите, пожалуйста, стало ли лучше, или это вообще проблема скорее комнаты, в которой я говорю, а не оборудования? Ну, скажу я по сабе, як, так сказать, чалавек, які побач у этой праграме, і вот наш гукарэжысёр, што вельмі лепш стала значна. Дарэчы, Спасибо. вось ёсць как бы пытанне у працяг усяго таго, што табой было зараз сказана, дакладней пра тое, у якой форме будзе гэты крызіс, удакладняюць, чым гэта пагражае звычайным людзям. Ох, вот это самый сложный вопрос, наверное, чем это угрожает обычным людям. Ну, смотрите, достаточно вспомнить, как сказать, если денежные суррогаты будут возвращаться в систему расчета между предприятиями, то это будет означать, что просто-напросто живых денег у этих предприятий на счету для того, чтобы заплатить вам зарплату целиком, такую, про которую они говорили, у них просто не будет возможности. Это будет означать, что вот эти вот анекдотичные примеры, которые мы раньше видели, но это были какие-то очень редкие случаи, да, когда там, помните, говорили, там денег нет, но вот вы держитесь, вот вам там наша колбаса, там, или наши носки, там, или что-то еще, да, вот. И вот мы выдадим частично, например, там, продукции наших предприятий, там, или выдадим вам талоны на питание там, в нашей там, столовой, да, то есть вот ровно так же, как неденежные формы расчетов будут появляться между предприятиями, также они будут проникать и в расчеты со своими работниками. Соответственно, можно будет увидеть увеличение количества вот таких вот натуральных бенефитов, как я уже сказал, например, организации питания там где-то возможно, либо просто будут образовываться вот такие вот стихийные биржи, стихийные рынки, когда народ будет сам выполнять функции отделов сбыта и того, что можно продать, будет пытаться продавать между собой на каких-то вот рыночках. Ну а что у вас остается делать в этой ситуации? Ёсць цікавае эканамічнае пытанне, але перш за гэтым задам іншае пытанне ад Інны Корбут. Што думае Сергей о прызнанні сёння матэрыялаў Тутбай экстрэмісцкімі? Да, вось, дарэчы, працягну, ўсё ж таки эканоміка на пальцах, якую ты ўжо ўзгадаваў сёння, якой аддаў столькі гадоў, усе гэтыя выпускі зараз таксама экстрэмісцкія? Вот это сложный вопрос. Насколько я понимаю, там в этом судебном процессе, не тот, заседание, которое было сегодня, я про него еще знаю достаточно мало, но, насколько я понимаю, там речь шла о том, что был какой-то гигантский совершенно список, но, тем не менее, этот список был с конкретными адресами на эти материалы. Да? То есть обычно же как? То есть экстремистскими признаются отдельные материалы на портале, там, сайте, СМИ там, и так далее. То есть, в принципе, иногда их можно было бы, там, например, убрать, да, и тогда это, в общем, спасало от портала там, или СМИ от закрытия. Но их действительно было там совершенно гигантское количество. Я так полагаю, что аргументами, которые были там со стороны государства, что их там типа настолько много, вот, что, в принципе, давайте не будем разбираться по всему, а, значит, точнее, по отдельности обозначим все экстремистским. Вот. Насколько мне было известно, как раз-таки выпуски экономики на пальцах, вот они экстремистскими в этот список, по-моему, не входили, я могу ошибаться. Это было достаточно странно, потому что мне, в общем, казалось, что во времена вот этой нашей электоральной революции, да, феминистической, буржуазно-демократической, то есть эти материалы, в общем, как бы были важными с точки зрения описания того, что происходит, и понимания процесса. Вот. Понятно, что они там не выполняли функции там, призывов, там, координации и так далее, но, в общем, как бы, я так понимаю, что Тутбай будут сейчас подводить не только под экстремизм, именно потому, что, в принципе, как сказать, за что на них обида,
и в том числе и на «Зеркало», я так понимаю. «Зеркало», даже многие, кстати, значит, обижались за такое название. Я думаю, что это в некотором смысле еще и половина поговорки «нечего на зеркало пенять, если рожа крива», да. Вот. Еще и потому, что уже заранее многие пропагандистские каналы говорили о том, что Тутбай – это вот такой коллективный организатор. Я уже говорил о том, что им не удалось найти на самом деле никаких связей там, с кукловодами или чем-то еще, рассказать о том, что вот эти манифестации, которые они называют там протестами отморозков и прочее, значит, что они серьезно действительно кем-то координировались. Я говорил о том, что даже когда они публиковали призывы отдельных телеграм-каналов, там, идите, бегите, там, захватывайте здание, нападайте там на что-то, эти призывы успешно игнорировались, на самом деле, людьми, которые были на улицах. Вот, так что роль такого рода каналов, значит, в организации существенно преувеличена. Вот, функцию информирования, ну, естественно, они выполняли так же, как любой, на самом деле, СМИ, так как любой человек, у которого есть сколько-нибудь большая аудитория, в тех же самых там телеграм-каналах, Ютьюбе, Твиттере, где угодно. Вот, поэтому я думаю, что, так сказать, это означает, что преследование Тутбая не закончится. Речь идет не только о том, что он будет экстремистским, но, видимо, будут пытаться именно в нем увидеть вот этого коллективного организатора, который там тем или иным способом возбуждал, я не знаю, там какую-то, значит, возбуждал какую-то вражду там или в негативном свете освещал деятельность властей. То есть это сейчас формулировки, которые были, даже звучали уже с той стороны и так далее. То есть, ну вот, собственно говоря, чего имеет смысл ожидать. А история с «Зеркалом» такова, что мне, в общем, в определенной степени последние действия журналистов, которые на «Зеркале» работали, вызывали некоторое недоумение, так скажем, потому что попытка, что ли, говорить о том, что нет-нет, это совершенно другое издание, это к Тутбаю не имеет никакого отношения, интервью совладельцев Тутбая о том, что мы не знаем, кто это «Зеркало» организовывает, и редакционная политика «Зеркала» о том, что мы сейчас вот будем гораздо более взвешенно себя вести. Помните, уже была претензия о том, что вот как-то Зисер, когда был жив, он там знал, где красные линии, а вот когда его не стало, мол, тогда там берега потерял Тутбай и прочее. Вот они попытались поверить такого рода глупостям, которые звучали с той стороны, и быть такими вот, что называется, как сказать, и нашим, и вашим. Вот один такой материал, который про один и тот же эпизод спрашивали позицию, там, например, Шрайбмана и Тура. Ну, то есть один политобозреватель, а другой, который вообще не может называться никаким, не то что там обозревателем, не журналистом, а откровенный пропагандист, который занимается производством, значит, распаливанием ворожести, да, как принято говорить. Да, там все эти передачи откровенный хейт-спич. И заголовок называется там «Полярные точки зрения». Ну, не знаю, я бы написал скорее «Биполярные точки зрения». Какой смысл? То есть ситуация, когда очевидно всем, когда СМИ должны выполнять функцию, ситуации, когда пропаганда работает, чего греха таить, со всех сторон, но с той стороны она работает исключительно и только пропаганда, да, должны выполнять функцию как раз факт-чекинга, да, в ситуации, когда ее нет. То есть вот ее основная функция, а вовсе не в том, чтобы давать площадку для разных точек зрения, особенно с учетом того, что у госпропагандистов и так все, что осталось, это их площадка. Ну и вот мы видим, что, в общем, как бы не спасли такие вот телодвижения, что еще раз, лишний раз доказывает, что претензия о том, что что-то там не так была редакционная политика велась, не имеет отношения к конечным обидам, да, на Тутбай и к тому, что, видимо, его дальше как бы будут раскручивать в виде какой-то важной части, значит, вот как там плана Блицкриг, там ОСТ, там, или чего там еще там они в своих горячечных спичах там рассказывают. Ну што ж, я нагадаю яшчэ раз, што варта ўсім, а ў нас зараз амаль 200-300 гледачоў у нас на сайце, подписываться на YouTube канал Сергея Чалова,
Чалы Лайв. Таксама подписывайтесь на яго телеграм-канал Сергей Вячеславович Чалы. Цікава і то, і другое. Адначасова подписывайтесь на телеграм-канал і іншыя соцсеткі Еўрарадыё і YouTube Еўрарадыё. Сергей, я гляжу тут наши слухачы і гледачы вельмі уважліва адсочваюць твае праграмы, твае выступы і занатоўваюць сабе тэмы, якія ты абяцаў больш падрабязна раскрыць, але ну нейкім чынам вот можа быть часу не хапіла ці яшчэ што. Сергей Фомін нагадвае, Владимир Фомін нагадвае, Сергей абяцаў у мінулым відэо падрабязна асвяціць інтэграцыю з РФ, як сабе ён гэта бачыць, калі Лукашенко ва ўладзе увесь гэты тэрмін застанецца. Я гэты момант ну прапусціў, калі ты сапраўды нешта абяцаў, але цікавае пытанне, можа быць і сапраўды, калі ёсць што сказаць наконт інтэграцыі РФ, вось, і можа быць я дадам да гэтага пытання, якое вот наш працоўны чат мне падказвае, нагадвае про тое, што вот у нашым нядаўнім стрыме Егор Лебедок звярнуў увагу, што Лукашенко раптоўна вось зараз, і гэта нібыта бачна было па этой вялікай размове, адчуў сілу. Вот як это у яго была нібыта адчуванне сваёй сілы там у 19-м ці на пачатку 20-го года. І вось зараз, вот, правда, мы так і не сышліся з Лебядком у разуменні, адкуль гэта ў яго адчуванне сілы ўзялося, што ён тут зараз так рэзка на ўсіх нападае, тут і таго там, і той яго там мерзавец, і той, і таго мы потом паставім. Вот. Так што два гэтыя моманты. Адкуль адчуванне сілы і інтэграцыя з Расіяй? Ну, там не совсем был оставлен кусок, ни к чему эта интеграция ведет. Я скорее сказал, что Лукашенко отвечал на вопросы российских журналистов по поводу этой самой интеграции, где там ее пределы и так далее. Когда же там, Остап Ибрагимович, мы будем делить наши денежки, что ж там у нас, значит, с этими самыми дорожными картами и прочим. Кстати, я видел еще у себя в телеграм-канале вопрос относительно, значит, мнение относительно, значит, анализа Пьянковского по поводу того, что он сказал, Лукашенко чуть ли не хамил во время этого большого разговора Путину и так далее. Вот. Ну, давайте, значит, про отношения с Россией поговорим. То есть там, на самом деле, было хорошо видно, что Лукашенко действительно сейчас понимает, что... И он, кстати, об этом даже проговаривался. То есть он говорил, вот, например, некоторые в России начинают говорить о том, что зачем нам такой Лукашенко, он мало того, что там как слон в посудной лавке себя ведет, зачем там нам эта головная боль. Лукашенко даже дважды об этом сказал. Он сказал еще и о том, что зачем России интеграция с нами, зачем им такая головная боль. Ну что, в общем, такое довольно серьезное саморазоблачение, да. Вот. Смысл заключается в том, что мне кажется, что он понял, что при всей его полной зависимости экономически от Путина, он сумел поставить Путина в такое положение, когда и он, в свою очередь, зависит, то есть оказался в ситуации, когда поддержка Лукашенко, в общем, это единственная стратегия, которую Россия может сейчас иметь. Это результат и предыдущих ее ошибок на белорусском направлении. То есть они никогда не развивали то, что называется там, инструменты мягкой силы. Они всегда полагались на либо военные инструменты, либо, значит, давайте мы будем иметь во власти нашего человека и с ним будем только разговаривать, и никаких других альтернатив нам нет, нам не надо. Вот. И в этом смысле, может быть, из этого проистекает то ощущение силы, которое Егор увидел в этом большом разговоре, а именно это то, что чуть ли не Лукашенко сейчас может, вот, как, знаете, в ситуации хвост виляет собакой, понимая, что Путин не может сейчас сказать ему ни стоп, там, да, там, значит, не сказать все, там, хорош, мы... Значит, там, как это, отрекаемся от тебя, сатана, как любит говорить, точнее, говорил в своей закрытой передаче, значит, Орден Иуды, Озаренок и так далее.
Вот. Именно поэтому он так часто размахивал Путиным как потенциальным там оружием, да, и говорил, что ну кто там теперь против нас там с дядей Вовой? Вы что, решили ядерную войну там устроить? Вы же знаете, что Россия ядерная держава и так далее, и так далее. То есть он вел себя так, как человек, который решает за Путина. Это, ну, в этом, конечно, поведении изрядная доля блефа, вот, но частично, конечно же, его чутье здесь, я думаю, не обманывает. Россия действительно стала заложником Лукашенко так же, политически, так же, как Беларусь является сейчас заложником России экономически. Да? То есть она сейчас, как об этом все говорят, в общем, оберегается от экономического краха исключительно вот такими вот дозированными влияниями российских денег в виде кредитов, причем, а вовсе никаких там не дотаций и ничего. Вот. Он опять обещал там какие-то, значит, интеграции, но постоянно говорил о том, что нет никаких других органов не нужно. Причем там все время был такой очень странный, такой, опять же, как у него часто это было в этом большом разговоре, такой внутрипротиворечивый тезис. Зачем России такое государство, которое так стремилось сохранить Советский Союз, и опять в очередной раз рассказывал о том, что это он тот самый, кто не голосовал за Беловежские соглашения, хотя, как мы все знаем, это был голос Валерия Тихини. Вот. То бишь, ну, я не понимаю, если вы говорите о том, что ваша Беларусь так не хотела независимости, которая свалилась на нее, то что же вы против, собственно, интеграции сейчас? Ну, в общем, как-то он до конца не определился. Хотели мы этой независимости, получили ли мы ее благодаря там Лукашенко, у него всегда выпадает из истории вот этот период между 91 и 94 годом. В свое время даже проект такой делался к 2015 году, к выборам прошлым. 25 лет белорусской государственности, это что было действительно очень смешно, потому что это касалось периода, или сколько там, 20 лет белорусской государственности, этот проект касался только периода лукашенковского, несмотря на то, что независимость была обретена и раньше, и не при нем. Вот. То есть он чувствует, что здесь, как ни странно, у него пространство маневра есть. Ну, то есть, с другой стороны, я не согласен, на самом деле, вот в широком смысле слова с Егором в том, что Лукашенко внезапно почувствовал свою силу. Вот. Я видел совершенно другое. Я видел прижатого к стенке, поведение прижатого к стенке человека. Еще раз поймите, что когда человек чувствует себя комфортно, когда он ощущает свою силу, ему не нужно срываться вот в оскорбление, когда он просто не мог удержаться от того, чтобы своих оппонентов не исковеркать их фамилию, когда он не мог без того, чтобы вот, значит, изрыгать проклятие в адрес даже журналистов, которые им задают вопросы, там, вы слепые, вы одумайтесь, вы остановитесь, там, и так далее, и так далее. Это не поведение человека, который ощутил свою силу. Это бравада, что ли, как это, значит, человека, который понимает, что, в общем, он стоит спиной к стене, ну или как он часто использовал образ, например, последний раз наиболее ярко во втором всебелорусском собрании, что мы будем стоять с Россией спина к спине в этой грядущей мировой агрессии всего коллективного Запада против нас, и тогда нас никто не наклонит. Вот. То есть, в общем и целом, скорее я бы вот эту вот агрессию не расценивал как признак внезапно обнаруженной какой-то уверенности в своих действиях. Скорее, по совокупности вообще всего выступления, я в своем стриме об этом говорил, я видел совершенно, в общем, человека, который понимает, что его время безнадежно ушло, что нет такого способа, нет ничего, чтобы он мог сейчас сделать, он сам лично, чтобы изменить будущую свою судьбу. Она сейчас находится не в его руках. Он пытается всем говорить о том, что, значит, она находится в руках Москвы, а у него есть ключи от Москвы. Но, как мне кажется, в действительности, поскольку весь гнев был направлен против Запада, ключи, точнее, не к Москве, конечно, да, там, а судьба его сейчас зависит от всего остального мира, ну и, так сказать, в том числе и своих собственных граждан,
которыми он субъектом политики вообще никогда не считал, и которые фактически дали ему развод ровно год назад. Перайдзем да іншай тэмы, якую таксама не магу абмінуць, гэта мігранцкі, так бы мовіць, крызіс. Але я тут рыхтаваў одно пытанне, але мне падказваюць нашыя гледачы крыху іншы паварот. Вось адзін з нашых гледачоў піша: разгараецца скандал з арганізацыяй з-за мяжы пратэстаў каля сейма ў Вільнюсе. Полицейские на мяжы, ну вот на мяжу отправились в Беларусью полицейских. Тут як тут Лаўрынас Рагельскіс, дзіўныя рускамоўныя радикалы. Гэта праца Беларусі ці Беларусі плюс России. Ну і сапраўды, вось узгаданы нами той же самый Егор Лебядок, да і іншыя эксперты кажуць, што не спрацавала у Лукашэнкі шантаж з дапамогай імігрантаў, паспрабуюць штосьці іншае. Праўда, той же самы Егор мяркуе, што магчымы нейкі ваенны канфлікт на мяжы, нават магчыма з ахвярамі, і атрымліваецца першае, можа быць, сапраўды перш чым арганізаваць гэты вайсковы канфлікт, пайшлі вот да такіх метадаў шантажа арганізацыя пратэстаў, ну і ўжо як працяг, наколькі ты лічыш рэальна нейкі вайсковы канфлікт на мяжы? Да, сразу много вопросов в одном. Значит, во-первых, я просто лишний раз напомню, что, в общем, я был одним из первых, который говорил о том, что конфликт с ближними странами Лукашенко активно ищет в виде вот такой прокси-войны. Ну, подвойна может быть, естественно, очень разная. Она вот далеко не обязательно включает какое-то непосредственно военное столкновение, там, стрельбу, там, жертвы, кровь и так далее. Вот. Он сам этого активно искал. И устами его генералитета и, значит, истеблишмента, не знаю, слово элиты тут не очень применимо к Беларуси, да, эти термины непосредственно звучали. Он сам вел себя, как я уже тоже многократно говорил, как такой вот, значит, мальчик на побегушках значит, у шпаны более сильный, да, для того, чтобы задирать кого-то, чтобы потом там пришел сильный дядя Вова и сказал: вы по что нашего мальчика обидели? Значит, это все так, но, значит, на этом нельзя только сосредотачиваться. Именно мне кажется, что вот и Егор тоже сейчас делает определенную ошибку. Он сейчас стал заложником вот этой вот одной идеи, что, значит, обязательно должна быть война, обязательно должна быть кровь и так далее. Значит, смотрите, тут чрезвычайно важно задаться вопросом, зачем, с какой конечной целью это делается. Значит, и я как раз пытался говорить о том, что в действительности это продолжение старой логики. Лукашенко делает, как ему казалось, он осуществлял услугу для России, которая в свое время руками России не удалось осуществить. Именно поэтому здесь появляется термин прокси, прокси-война. Он прокси России в данном случае. А речь идет о чем? Что как в свое время Россия, значит, в ответ на санкции против, значит, оккупации Крыма и создания бандитских формирований в Луганске и Донбассе, значит, начала активно шантажировать. Вот эта вот политика Медмана, она впервые была опробована, конечно же, ну, я имею в виду вот в этом регионе. Значит, политика безумца, такая контролируемая политика безумца, не то, что не психически, она была впервые опробована Сталином, помните? Ой, господи, Путиным, простите, да, это, видимо, фрейдистская действительно такая оговорка. Когда по всем каналам пропагандисты кричали, что там в радиоактивный пепел, там, значит, все сдохнете, там, мы в рай, а вы просто сдохнете, и так далее, и так далее. И перефразировалась знаменитая фраза, там, готов ли кто-то умирать за Данциг. Помните, о чем она была? Это немецкая пропаганда перед Второй мировой войной, перед нападением на Германию. Значит, через свои СМИ во Франции задавал такой вопрос: а вы готовы исполнять союзнический долг где-то там, вдалеке, если Германия нападет на Польшу? И, в общем, тогда ответ был в основном нет. И, в общем, так примерно и получилось. Только Британия немножко, значит, там этот союзнический долг попыталась выполнять. Вот. Ровно то же самое, там, типа, вы готовы, звучало это как, например, вы готовы умирать там за Нарву. То есть были попытки гадить там прибалтийским странам, по странам Балтии, с тем, что, ну, смотрите, у вас же нет плана, как их защитить, мы же там можем их пройти там
захватить в течение 3 дней там, и так далее, и так далее. И тогда этот блеф был вскрыт. Вот. И тогда как раз-таки НАТО показал, что нет, ни черта подобного. Да, мы понимаем, что это уязвимые страны, но значит, мы будем демонстрировать единство. Идея конечная была. Вовсе не в том, чтобы причинить вред там, какой-то из стран Балтии. Путин не рассматривает их себе равными. Равно так же, если кто заметил, Лукашенко постоянно об этом говорил в большом разговоре, хотя это и очень странно было слышать от самого прокси России, но он говорил практически как человек, управляющий Россией. Он говорил, да вы все марионетки, и там и нечего с вами разговаривать имеет смысл только с США. То есть, фактически страной ведущей в этом блоке НАТО. То есть идея конечная была в том, чтобы попытаться нащупать линии раскола вот этого самого коллективного Запада. Либо по части невыполнения пункта устава НАТО о том, что нападение на одну из стран будет считаться нападением на все страны. С этим не прошло. А дальше вот еще раз смотрите, что продолжает делать Лукашенко. Для чего он это делает? Он это делает не для того, чтобы пострелять. Даже пострелять, для чего он это делает? Конечной целью она всегда называлась. Вот почему я говорю, смотрите эти пропагандистские каналы, читайте, что они пишут. У них на языке то, что у Лукашенко на уме. Они находятся в таком вот удивительном симбиозе, когда они самонакручивают друг друга вот до состояния вот этого милитаристского ража. Вот. Конечная цель была в данном случае точно так же попытаться вырвать отдельные страны Балтии против, из вот объединенной Европы. Прямо говорилось о том, вспомните, буквально недавно звучало, вот там проходят в Вильнюсе манифестации, население, избиратели требуют отставки правительства Литвы. Значит, сценарием, который хотели бы всегда иметь, то вот в этих вот странах, какова конечная цель им нагадить, это получение такого режима там мини-Орбана, да, то есть приход к власти евроскептиков, приход к власти, политиков правого толка, которые будут говорить о том, что, значит, мигранты, мигрантский кризис это результат вовсе не гибридной агрессии Беларуси там, значит, или чего-то еще, а это вот все, значит, либерастическая политика там, ЕС, значит, Евросоюза и прочее, надо быть нам жестче и так далее, и так далее. Конечная цель создания внутриполитического кризиса в этих странах прокси с тем, чтобы нащупать слабое звено в ЕС, в НАТО, где-то еще. И в этом смысле, с учетом того, что цель, если эту цель иметь в виду, то тогда становятся объяснимы все абсолютно шаги, которые делаются. И поскольку, еще раз говорю, это является конечной целью России еще со времен, значит, захвата Крыма, вот этой вот неудавшейся Новороссии и так далее проекта, то, очень легко было бы предположить, что организация такого рода волнений, там, антиправительственных демонстраций, там эти фейки с насилием властей, да, там, создание этого кризиса, там, стрельба или там, появление там, значит, этих там, принесение на границу, там, положить, как там Лукашенко говорил, ноги на территории одной страны, руки на другой и прочее, да, значит, это делается в интересах конечной цели России в этом регионе. А вот дальше вопрос ведь как стоит, Россия ли это делает, да, делает ли это Лукашенко с помощью России. Я не знаю на самом деле, но в данном случае какая к чертям разница, делает это он сам с тем, чтобы сделать приятное Путину, или это Путин там уже, значит, своими руками вместе с руками значит, белорусских органов делает то же самое. Результат-то в конечном счете один и тот же. Вот. Мне лично кажется, если бы я, например, уже выбирал, да, из того, как скорее, какой из этих вариантов ближе, я думаю, что сам Минск не обладает такими организационными возможностями и глубокими связями вот этих всяких там ячеек западнорусистов там и прочих там отрицателей, значит, европейской идентичности и так далее, что, скорее всего, тут работают инструменты влияния России, в том числе и, может быть, даже конкретно в этом случае по преимуществу.
Дарэчы, ось ты узгадаў тэму там хто кім там кіруе. Мне да прыкладу вот вельмі дзіўна чуць, вот слухаеш і думаеш, вот адсутнасць логікі ці вот разлік на тое, што ніхто не будзе прыслухоўвацца, калі чалавек спачатку ну вот у бок Украіны кажа: да хто вы там такія, там вамі ўсімі кіруюць з вашынгтонскага абкама, і на захадзе у Еўрасаюзе таксама там нікога самастойнага няма. І ў той жа час ён кажа про тое, што некаб вот гэты законапраект аб тытульнай нацыі ў краіне ўзгадніць з Пуціным, сам ездзіць на даклад к Владимиру Путину, ўсё ўзгадняюць усю палітыку. То есть вот кіравацца абкомам вашынгтонскім гэта дрэнна, а кіравацца абкомам ці крайкомам маскоўскім, то это не кіраванне атрымліваецца. Ну нет, не совсем так. Еще раз говорю, это та же самая простая логика прокси-войны. То есть, когда Лукашенко, ну, он действительно ездил с докладом, да, абсолютно четко, правду это сказал. Помните эти портфель, с которым он приезжал в один из визитов к Путину, рассказывал, что я вот там привез ему там целую стопку документов, которые рассказывают все, как у нас тут дела обстоят. Да, это так и есть, это абсолютно... Значит, вот на ковер в кремлевский обком, значит, съездил человек. Но просто когда к нему обращаются страны, соседи, значит, он почему говорит им, что вот, мол, там Зеленский, например, не поднимет трубку, когда украинский журналист его спрашивал, позвонит ли он Зеленскому по поводу там урегулирования кризиса или что-то еще, да, он же просто трубку не поднимет, ему там ни Нуланд, ни значит, Борозу не дадут этой возможности сделать, это как раз продолжение той же логики, о которой я говорил. Здесь она на самом деле есть. Он не хочет разговаривать, он, будучи прокси, не хочет разговаривать с прокси, он хочет сквозь них разговаривать, чувствуя, что он сам фактически вот хвост виляющий вот этой вот одной из, как он считает, одной из оставшихся сил из трех, на самом деле, потому что еще Китай, но он редко Китай на самом деле называл, потому что Китай не дурак вписываться за весь тот ужас, который здесь творится. Вот, поэтому он говорит именно о России. Он не хочет разговаривать с прокси в его представлении, хотя он сам им таким является, потому что он считает, что он и рука, и, как сказать, управляющая сила, да, он полномочный представитель, он прокси в высоком смысле слова. А они — это вот такие совершенно не самостоятельные государства. Он хочет через них разговаривать с Америкой, он даже в Великобритании об этом говорил. И он хотел бы услышать от них, там, хорошо, там, типа, мы там съездим там и Америке что-нибудь объясним. Вот какого рода разговор он хочет вести. То есть тут глубокого противоречия нет на самом деле. Вернемся да эканамічных пытанняў. Задае Ольга Балгатова пытанне наконт санкцый. І я тут, дарэчы, таксама рыхтаваў это пытанне. Я фармуляваў яго так, ці сапраўды санкцыі, уведзеныя ЗША, Великабрытаніяй і Канадай у панядзелак, уяўляюць для беларускай эканомікі беспрэцэдэнтную пагрозу, а Ольга Балгатова удакладняе, что так, ваше меркаванне наконт уведзеных санкцый, асабліва што тычыцца фінансавага сектара і ўзаемаразліках у доларах, наколькі гэта паўплывае на ўсе банкі Беларусі? Значит, тут снова будет короткая рубрика «Сам себе не похвалишь, никто не похвалит». Еще когда мы начинали с Павлом Свердловым эту передачу «Чалы на каникулах», одним из первых вопросов как раз был вопрос санкций ЕС, тогда еще не только ЕС, не сколько американских. Вот, и я говорил о том, что главной угрозой такого рода санкций является, особого такого дизайна этих санкций является то, что они на самом деле устроены довольно сложно. И с каждым таким решением, вот когда там к санкциям подключается там, Швейцария, например, да, Великобритания. То есть, Великобритания и США, они кладутся в другую логику. Я говорил о том, что они просто закрывают дырки, которые получились в результате компромиссного принятия решений консенсусом внутри самого ЕС. Великобритания закрывает дырки в обходе санкций через
в Европе через страну, которая в ЕС не входит, Швейцария здесь тоже играет такую же роль. Вот. Ну и США на самом деле просто-напросто вводит новый правовой механизм введения таких санкций. То есть это еще, строго говоря, не вполне сами санкции. Они говорят о том, куда они будут направлены в течение там, ближайших месяцев. Я думаю, что это примерно перспектива около полугода. Да? И это будет очень оперативный механизм, когда там, Минфин и Госдеп будут иметь возможность сами принимать решения, какого рода эти санкции могут быть. Но дизайн санкций таков, что они очень разные у разных стран. Там разные формулировки, там разные юридические и физические лица. Они часто понимаются, там, могут толковаться и узко, и широко. Американские санкции по преимуществу именно так и построены. Вот этот механизм вторичных санкций, когда они говорят о том, что мы будем следить за попытками устраивать специальные схемы по обходу санкций и карать тех, кто будет участвовать, помогать в создании такого рода механизмов, это на самом деле настолько широкая формулировка, что здесь под вот вторичный гнев, да, то есть это открытый список, это не закрытый список, что там обязательно вот этого нельзя делать. Да, могут попасть теоретически кто угодно. Это политическое решение. Причем политическое решение, которое будет приниматься оперативно на уровне администрации президента. Мы знаем, что США – это демократическая страна, в которой там существует разделение властей. Так вот, это вот только одна ветвь власти будет ответственна за принятие этих решений. Соответственно, тут проблем не должно никаких возникнуть, если они понадобятся. И вот опасность такого рода санкций, я тогда Паше говорил о том, что в том, что очень дорого и сложно разбираться в том, является ли вот эта конкретная деятельность сотрудничества с белорусской банковской системой, там, с реальным сектором там, и так далее, вот, является ли она там, подсанкционной и не вызовет ли это гнев там, США. Настолько сложные и настолько велики риски, что проще сказать, ну, слушайте, там, это как бы не наша проблема и так далее, занимайтесь этим там отдельно. Вот. Это тогда еще я об этом сказал, что это будет главной проблемой. И мы видим, что львиная доля, ну, я не знаю, там, 90% всех вот именно конкретных кейсов, о которые сейчас у нас пишут, сообщая там, об отказе там, в проведении банковских платежей, системы SWIFT с отдельными банками там, и так далее, это все именно такие кейсы. Это кейсы, когда просто от греха подальше, вот то, что называется. Это самый такой страшный сильный механизм. Он работает до тех пор, пока на уровне вот, конкретной имплементации не определено, как это все будет действовать и кто конкретно будет определен. Но опять же, вот еще раз то, что я хотел сказать. Вот, например, санкции Великобритании, в общем, я их понимаю. Они действительно являются важнейшим финансовым центром наравне, там, скажем, с Франкфуртом, да, хотя я бы, пожалуй, поставил Лондон выше. Значит, и фактически речь идет о том, что канал получения иностранной валюты путем либо синдицированных займов иностранных банков, либо размещения еврооблигаций, либо еще какого-либо финансирования, да, размещения там, ценных бумаг, либо, ну, в общем, все то, что там на предъявителя, то, что может обращаться на рынке. Да, все это фактически, этот механизм закрыт. То есть это вот для финансового сектора это весьма болезненная штука. Вот, это раз. Плюс, еще раз говорю, что, как сказать, угроза, вот Дамоклов меч, который он так любит, и Лукашенко даже использовал эту метафору, он сейчас повешен в США путем контроля не только за, значит, долларовыми активами, но и за обращением, расчетами в долларах. Вот. Пока еще непосредственно серьезно этой угрозы нет, несмотря на попадание туда. То есть признаки секторальных санкций эти санкции имеют. Там упомянут Беларусь-Калий, но не упомянут, например, БКК. Судя по дизайну предыдущих вот такого рода санкций, ну, смотрите, мне кажется, самый такой понятный кейс относительно того, какие последствия санкций могут быть, это почитайте, как были введены санкции против «Русала», значит, алюминиевого российского гиганта,
Там, в общем, у него действительно была масса проблем, там пришлось и структуру собственности менять, там и по-другому устраивать, значит, внешнюю торговлю и прочее, но угрозы долгосрочным связям с традиционными контрактерами практически не было. То есть вот это вот провижен такой, что ли, обеспечительный механизм, что, значит, это давно устоявшиеся вещи, новым мы не позволим, но давно устоявшиеся как бы будут продолжать работать. То есть скорее пока мы увидим нечто вроде этого. Вот. То есть это по-прежнему тот же самый механизм. Никто сейчас, несмотря на все крики, которые идут со стороны Лукашенко о том, что нас бьют там сапогом по морде, а мы молчим, там, что нам набросили петлю, там, перекинули через сук и тянут, да, то есть вот такие вот у него метафоры там по поводу этих самых санкций были. Вот. Это пока механизм, который направлен на то, чтобы вот не, как он кричал не другим «одумайтесь», а сам попытался одуматься. Мне кажется, что это, в общем, наверное, такая призрачная очень вероятность, но тем не менее она должна оставаться. То есть поле отступления для него должно быть, и названы даже шаги, которые могут быть сделаны им для того, чтобы, значит, вопрос о снятии санкций вновь начал рассматриваться. А во всех остальных случаях просто фактически нарисована дорожная карта, что будет на протяжении следующих месяцев, если вы будете продолжать упорствовать в своем вот этом вот, значит, нерациональном поведении по отношению к собственному населению и, главное, с мая по отношению к странам-соседям, что является сейчас самой главной проблемой для региона. Так, шмат пытанняў, некаторыя паўтараюцца, не пытанне, просто заўвага ад Анжелы Дэвіс. Сергей, вы загорели и посвежели. Да, это так и есть. Я вчера пару часов провел на море, да, это правда. Сергей, яшчэ адзін момант, на яго звярнуў увагу яшчэ там ледзь не месяц таму, у сярэдзіне паездкі візіта ў ЗША Ціхановскай Мікалай Халезін, гэта 950 мільёнаў долараў ад МВФ для Беларусі. Вось ён тады сказаў, што трэба дамагчыся, каб гэты крэдыт Беларусі, каб гэтыя грошы Беларусі рэжыму не дасталіся. Зараз развёрнутая вялікая кампанія там звароту да сенатараў, да ўладаў ЗША, каб яны нейкім чынам паўплывалі на МВФ і гэтак далей. Так вось, пытанне ад мяне, чаму МВФ, ось ведаючы ўсё ж таки ўсё тое, што адбываецца ў Беларусі, не адмаўляецца, не здымае вот сам гэты лот 950 мільёнаў для Беларусі, ну, на сёння гэта фактычна для беларускага рэжыма. І дзесьці было пытанне, згубіў тут за вельмі шмат вось, просто цікавіўся чалавек наконт таго, што калі ўсё ж таки ўлады атрымаюць гэтыя грошы, яны што, уратуюць беларускую эканоміку? Значит, я буквально вот сегодня утром читал на Блумберге как раз разбор ситуации с вот этими увеличением уставного фонда МВФ фактически и, соответственно, в рамках квоты Беларуси увеличения, значит, вот этой ее доли в специальных правах заимствования. И там обозреватель даже тоже задается таким странным вопросом. Он говорит, как же так получается, что позиция Международного валютного фонда остается такой, что они говорят, мы не хотим разбираться легитимно, нелегитимно и так далее. Мы работаем с действующей властью. Там цитировались конкретно, значит, представители МВФ по этому вопросу. В общем, речь шла о том, что там даже заголовок был такой, несмотря на все усилия, вероятнее всего, Беларусь эти деньги получит. Почему они так делают, мне сложно сказать. Это тот самый случай, когда там, как это, спорт вне политики, там все вне политики, там, значит, да, как Фазель рассказывал, так и МВФ вне политики. Не знаю. То есть вот такова позиция там, Совета директоров. Да, несмотря на то, что там
вес имеют США и ЕС вместе, фактически обладая контрольным пакетом. Вот. И далее в этой же статье говорилось о том, что максимум, что может сделать США, это не дать возможность. Дело в том, что СДР – это не деньги, это не 900 миллиардов долларов. Это некая расчетная величина, которую можно забрать в белорусских рублях даже, можно забрать там в каких-то других валютах, которые составляют, в общем, вот этот уставной фонд. Вот. США могут, как уже сейчас понятно, если политическая воля у них такова, что они могут не дать возможность в долларах взять эквивалент этой суммы. Вот. То есть, вероятнее всего, мы получим, может быть, даже и в евро, если уж так совсем далеко дело зайдет, и тоже сложно будет эти деньги получить. То есть, возможно, получение в каких-то других валютах. Вот. Но непосредственно это деньги, которые фактически означают, то есть могут быть использованы на увеличение золотовалютных резервов. Да. Это, что называется, безвозмездно, то есть даром. Это такая вот манна небесная, как Дима Круг уже по этому поводу сказал, да, там с неба. Вот. Насколько она спасет? Ну, спасет она примерно на треть года, потому что потребности сейчас во внешнем финансировании таковы, то есть обстоятельства, значит, с нашим платежным балансом таковы, что ежегодно нужно примерно порядка 3 миллиардов долларов. Да, то есть вот, как я уже говорил, те галоши, которые были на прошлой неделе, мы давно уже съели, пришлите новых и сладких галош. Да. Именно поэтому мы же помним, что Лукашенко говорил на этом большом разговоре, что, значит, вот у нас осталась неиспользованная часть кредитной линии, которая выделялась на строительство АЭС, а строительство АЭС приведет к тому, что мы будем потреблять меньше газа, а у нас есть такой классный проект, который приведет к потреблению количества российского газа, в общем, как бы, почему это выгодно, в том числе и Россия, он пытался объяснять. Давайте вложимся в строительство нового, значит, азотного комплекса на Гродно Азоте. То есть он ищет, эти деньги ему отчаянно нужны. Вот. Ну, то бишь, что это, к чему это приведет? Ну, к тому, что какое-то временное облегчение будет отмечено. Ну, то есть, ну, это же как наркоман, который там получает новую дозу и там, почувствует эйфорию, и с очередным докладом выступит Червяков, министр экономики, и скажет, там, как все злопыхатели, там, включая там, или там Головченко, который там намекал в том числе на меня, говоря о том, что там тут нам всякие там советы из первых 2 курсов экономикс, нам там учебников экономики советуют и так далее. В очередной раз они расскажут, как критики оказались посрамлены, и буквально через несколько месяцев снова вернутся, станут в привычную свою позу просителя, да, такого ненаклоняемого просителя, там, избушка, повернись к Западу задом, там, а передом к России. То есть, ну, всерьез это ничего не меняет, потому что, еще раз говорю, что нет такого потока денег, который закрыл бы и решил бы проблемы Лукашенко, и он сам об этом говорит. России не нужен такая головная боль. Ну вось бачыце, нават Галоўчынка глядзіць стрымы з Сергеем Чалым і хоць і выказваецца з'едліва, але гэта сведчыць пра увагу да таго, што Сергей кажа, як і ўвага з боку фактычна 4000 гледачоў, якія зараз знаходзяцца на канале. Я яшчэ раз заклікаю подписываться на YouTube канал Сергея Чалова, Чалы Лайв, на YouTube канал Еўрарадыё, каб сачыць за новымі выходами Сергея. Сергей, не могу пропустить вось пытанне от Сергея Малашука, видать, так правильно будет. Пытается, что скажете о налоге для ПВТ? Сейчас резидентов от закрытия офисов сдерживает налог в 34% от средней зарплаты по стране. Будет ли государство делать налог от зарплаты сотрудника? Ну, я тут не все зразумел, но тебе, может быть... Да, я понял, о чем идет речь. Речь идет как сказать, ну, то есть 2 основные льготы, которые были в ПВТ. Да, одна была, ну, то есть они обе, на самом деле, работодатели, потому что, на самом деле, как мы понимаем, все то, чем ПВТ занимается, и до недавнего времени львиная доля его, это была продажа рабочих рук.
да, соответственно, поступления валюты, которые здесь были, издержки их основные, это затраты на труд, да, фонд оплаты труда. Соответственно, там была льгота по подоходному налогу и оставалась льгота по отчислениям ФСЗН, фонд социальной защиты населения. Первая льгота уже, в общем, де-факто устранена, ликвидирована. Вот, она не самая, в общем, такая серьезная, вот, именно поэтому, наверное, с ней начали. Вторая, конечно, гораздо более важная. Вот. Ну, я бы сказал так, знаете, мне кажется, что мы сейчас наблюдаем тот самый случай, когда собака, которая так громко лает, не кусает. Вопрос, который действительно был болен, да, вот, оказался болезненным, вот это, значит, снятие этой льготы, он ведь не анонсировался, там, им не грозили, да, там, не угрожали там, и не кричали об этом много. Вот. А когда мы слышим, вот, опять же, проклятие в адрес ПВТ, включая там Добкин, Дробкин, там, значит, и, в общем, всех там исполосовать, там, протесты финансировали и так далее, и так далее. Значит, я понимаю, откуда такое желание берется, да, но в последнее время, вот, скажем так, я склоняюсь все больше к такому мнению, что не тронут, на самом деле, до конца ПВТ, потому что и компании, значит, и, может быть, даже и условия, в которых они, скорее всего, даже условия, в которых они сейчас работают, потому что это один из немногих хорошо работающих источников валюты, потому что это один из немногих примеров того, что в экономике взлетело, пускай Лукашенко и пытался говорить, что благодаря ему, но главным образом, в основном помимо его. То есть главная его претензия в том, что не выказали достаточного респекта, да, то есть он грудью левой там всех выкормил, а против него эти ПВТшники выходили, финансировали. Отсюда упоминание финансирования протестов Добкина, хотя я не очень понимаю, каким образом он мог это делать. Скорее он там с кем-то их перепутал, может быть, это претензии там, может быть, там, к Максиму Багрецову, который здесь был, то есть ЕПАМ, ну, в общем, он решил, что раз ЕПАМ, то Добкин. К Миките Микадо, да, из PandaDoc, с них, вы помните, все началось, с фонда переобучения силовиков и так далее. То есть его задача не уничтожить эти компании так, как, например, уничтожались частные компании, там, сферы услуг, ритейла и, значит, ресторанного там, бизнеса, да, общественного питания, которые закрывались там во время октябрьской забастовки. Да, там действительно было дано указание их всех, чтобы они больше не открылись, и, в общем, так или иначе это решение выполнили. Вот. Здесь скорее так много грозных слов просто для того, чтобы... То есть политика, скажем так, Лукашенко удовлетворится, если в очередной раз к нему придут, там, попросят извинения. Вы уже знаете, что у нас сейчас теперь такая архаичная культура извинений. Да? Кадыровская. Там, ко мне... Да, совершенно верно, да, такая вот, значит, из какого-то родоплеменного строя фактически, да, то есть вот когда какой-нибудь там Добкин запишет видеообращение и скажет там, я все понял, там, Александр Григорьевич, у вас там, вы там крепкий орешек там и так далее, да, и там бодро сходите со ступенек, а то, что мы видели там, это все фальшивка, зробленная у Польши с участием белорусских там, оппозиции и прочее, то он, в принципе, этим, я думаю, удовлетворится. Вот, потому что, ну, в общем, почему я уже объяснил. Опять же, это такой лонгшот, про который я сейчас говорю, но у меня все больше ощущение, может быть, мне недостаточно рациональных аргументов для этого, но все больше ощущение, что это вот, как сказать, чем больше проклятий в адрес ПВТ, тем меньше угроза его физическому существованию. Так, Сергей, ну, вельмі шмат пытанняў, не ведаю, вот, напрыклад, пытаюцца, я так разумею, што ў Беларусі ўжо восенню могуць спыніцца некаторыя прадпрыемствы з-за санкцый, пытаюцца пра тое, як вам бачыцца ўсё ж такі далейшая логіка дзеянняў Лукашэнкі. Ну, не ведаю, коли коротко, можно отказать? Я очень коротко и отвечу. На самом деле, я говорил уже о том, что логика будет очень проста.
То есть руководствуйтесь, то есть у всех репрессий логика всегда одинаковая. То есть сначала, то есть как это логика поиска врагов. Значит, когда закончатся внешние враги, там Демонесса Тихановская, там как ее называют, там, значит, и прочее, там все вот эти беглые, да, то тогда переключатся на внутренних, начнутся поиски вредителей, так как это было там в сталинские времена, потому что нужно будет объяснять, почему мы так плохо живем. Вот. Будут находить тех, кто там, значит, неправильно гайку закрутил, там, и все тоже будут производить, как Лукашенко любит говорить, да, все уже там задержаны, все дают признательные показания. Вот мы будем видеть количество задержанных на предприятиях и признательные показания о том, что, значит, мы замышляли против там социалистического нашего строя. Лукашенко, кстати, сам говорил, что мы социалистическая страна, я здесь даже не преувеличиваю. Да, против нашей социалистической там действительности мы хотели там, работали там по наускиванию там иностранных наймитов, плохо закручивали гайки там и так далее, и так далее. Там качество металла там и там качество, не знаю, там молочки, там что он там делали. Ну, помните, как в сталинские времена сахар, ой, господи, в масло толченое стекло, там, в чем только люди не признавались. Ну, примерно то же, что у нас и есть. Эта тенденция продолжится в направлении экономики. Ну што ж, больш за 4000 ўжо на нашым стрыме, тым не менш час завяршацца. Я думаю, што на крык душы Антона Калаева, хутчэй так гучыць прозвішча, чаму курс рубля расце, Сергей нам адкажа ў наступны раз. Потому что мы уже, в принципе... На самом деле, уже так часто да, отвечал, что... Там, тем что больше, даже... что мы уже про эту тему не один раз уздымали. Так что ж, 9-й выпуск «Чалы на канікулах» падышоў да лагічнага свайго завяршэння. Калі засталіся тэмы не ахопленыя, то, спадзяемся, ахопім іх наступны раз. І Сергей Чалы у сваім стрыме па серадах на канале «Чалы Лайв». Альбо калі там не хопіць месца, то на канале Еўрарадыё у наступную пятніцу. Так что сачыце за анонсамі, подписывайтеся на канал Сергея, на канал Еўрарадыё, на Телеграм наши каналы. Будете ў курсе апошніх навінаў. Дзякуй, Сергей. Спасибо вам, что буду с вами. Всего доброго. Всем счастливо.